Изата ОМОНа могут освободить. Саидбурхон Шарипов, адвокат арестованного в Таджикистане известного правозащитника, главы Московского центра таджиков Изата ОМОНа, 22 апреля сообщил агентству «Азия Плюс» о том, что его подзащитный обвиняется всего лишь по одной статье УК РТ в мошенничестве и, согласно закону об амнистии, в случае компенсации нанесенного ущерба, может быть освобожден. Шарипов сообщил, что в деле Изата ОМОНа есть всего 5 жалоб, 4 из которых он признал, а одну – нет. Адвокат также сообщил, что Изат ОМОН по-прежнему находится в ИФС МВД и еще не переведен в СИЗО. Надеемся, что его дело решится еще до его перевода в СИЗО, мы стараемся, чтобы это дело было закрыто, а мой подзащитный был освобожден. Также согласно закону об амнистии от 2019 года, если преступление с материальным ущербом, в случае покрытия ущерба в отношении задержанного применяется амнистия, рассказал Саидбурхон Шарипов. Адвокат Изата ОМОНа также сообщил «Азия Плюс», что виделся со своим подзащитным 22 апреля, и у него не было никаких жалоб на условия содержания и на отношении представителей следствия. 4 марта этого года Тверской районный суд города Москвы лишил Изата ОМОНа полученного им еще в 1996 году российского гражданства. А уже 25 марта он пропал в Москве и через день объявился в Душанбе. МВД Таджикистана в спешном порядке объявил, что Изат ОМОН задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму в 40 тысяч российских рублей и $1000 США. Уже почти месяц прошел с дня, когда известного правозащитника привезли из Москвы, но в Душанбе, как утверждают информированные источники портала Бамдот, до сих пор не знают, как поступить с ним. Продолжать держать за решеткой или выпустить? По словам собеседников Бамдот, в правоохранительных органах Таджикистана окончательное политическое решение по Изату ОМОНу все еще не принято, рассматриваются различные варианты, в том числе и его освобождение и даже отправление обратно в Москву. Эти источники утверждают, что некоторые круги в руководстве МВД Таджикистана хотели заработать очки на экстрадиции Изата ОМОНа, но не добились желаемых результатов, так как в политическом руководстве республики посчитали трату стольких сил, времени и, может быть, и крупных денег на обеспечение депортации из России и арест правозащитника уровня Изата ОМОНа ненужным и несвоевременным. А акции протеста мигрантов в защиту Изата ОМОНа подлили еще больше масла в огонь недовольства. Наверху от самоуправства МВД Изат ОМОН родился в 1973 году в селе Зафар, больше известный как Горбаня, сельского джамаата Черекарон района Рудаки. Он с начала 2000-х годов проживает в Москве, где весной 2020 года создал Центр таджиков, ставший известным своей беспрецедентной, по масштабу и охвату кампании помощи оставшимся, без средств существования, таджикским мигрантам в первые месяцы пандемии коронавируса. Изат ОМОН не первый защитник прав таджикских мигрантов, депортированный из России в Таджикистан по заказу, после лишения российского гражданства.